Не холодно? Президент Киргизии вышел на улицу встречать кортеж Путина на несколько минут раньше и все волновался за журналистов. Не замерзли ли? Вы молодежь, вам хорошо. Надо согреться, по 100 грамм, а то простудятся. Это, конечно, была шутка, ведь впереди важный визит. Очень холодно, замерзнете. Одеваюсь. Не протокольное рукопожатие, а крепчайшее объятие. И потом, по пути в резиденцию, Атамбаев несколько расстроенно рассуждал, почему бы Путину не побыть здесь дольше. Ко всем с ночевкой, ко мне на несколько часов. Почетный караул Путин приветствует его по-киргизски. Гимны России и Киргизии. Члены российской и киргизской делегации рука об руку работают многие годы. Президент Атамбаев останавливается у замминистра финансов России. И вот тоже мой старый друг. Кстати, хорошо работает. Конечно, столько денег носит. Загородная резиденция Ала-Арча, в переводе с киргизского «пятнистая ель». Здесь, в тиши лесов, Алмазбек Атамбаев принимал Владимира Путина. К 25-летнему юбилею со дня установления дипломатических отношений Россия и Киргизия подошли с действительно немалыми результатами. Президентский срок Атамбаева скоро заканчивается. И вот, что он считает одним из главных итогов. Я радуюсь тому, что мы вместе смогли все-таки вернуть отношения между Кыргызстаном и Россией в нормальное русло и, больше того, поднять их на тот уровень, который и должен быть между братскими народами. Вы очень многое сделали для того, чтобы отношения между нашими странами поднимались поступательно и улучшались качественно. И нам приятно отметить, что в сфере торгово-экономических связей Россия занимает первое место. В студии Нурсултан Джакыбеков. Здравствуйте. В марте этого года исполняется четверть века дипотношениям России и Кыргызстана. В Киргизии не только вещают сразу несколько российских телеканалов. Республиканское телевидение тоже львиную долю своего эфира говорит на русском. Кыргызы тоже любят и хотят получать информацию на русском языке, потому что русский язык для нас родной. Идет направо, песни заводит, налево, сказки говорит. В новой бишкекской школе имени Чехова платное обучение, но конкурс уже 3 человека на место. Эти дети и их родители видят будущее именно связанным с Российской Федерацией. Учитывая скорые выборы президента Киргизии и то, что в прошлые годы страна пережила сразу 2 революции, люди здесь опасаются, что обстановку могут попытаться вновь дестабилизировать. Получила ли российская сторона заверение, что транзит власти в осень этого года пройдет без потрясений? Спасибо. Транзит чего? Власти в Кыргызстане осенью этого года. Власти. Революциям в Кыргызстане поставлена точка, потому что нам нельзя, как вот раньше песню пели, и меня Владимир всегда подкалывал, как в той песне: есть у революции начало, нет у революции конца. Больше бардака в стране не потерпим. Все вот такие попытки силового давления, они будут жестко пресекаться. На всем постсоветском пространстве мы должны ценить стабильность. И исходим из того, что любая смена власти должна происходить в рамках Конституции и действующего закона. Стабильность с точки зрения безопасности республики обеспечивает российская авиабаза «Кант». И Путин дал понять, это нужно в первую очередь самой Киргизии. Если когда-то Кыргызстан скажет, что мы укрепили настолько свои вооруженные силы, что такая база не нужна, мы в этот же день уйдем. Нам нет никакой необходимости здесь размещать контингент воинский. Он связан только с одним – с обеспечением безопасности самой Киргизии. Россия помогла Киргизии в процессе присоединения к Евразийскому экономическому союзу, потому что итоговая выгода очевидна для обеих стран. Поддержку еще более значительную получает и белорусская экономика. Одних кредитов, выданных на Белоруссию, свыше 6 миллиардов долларов. Рынок наш полностью открыт для белорусских товаров. Беспошлинные поставки нефти на белорусские предприятия идут. А перерабатываемые нефтепродукты поставляются Белоруссии за границу со взиманием пошлины и зачислением этой пошлины в белорусский бюджет.
если вы посмотрите цифры, которые предоставляет МВФ, то вы увидите очень впечатляющие цифры скрытой и прямой поддержки белорусской экономики. Но мы об этом не жалеем, потому что, что называется, в долгую и российская экономика получает и получит от этого выгоды, от совместной работы. Поэтому это для нас не выброшенные деньги, это все просчитанные шаги в расчете на будущий результат. Ну а споры всегда есть. Я уверен, что мы найдем выход из любых, даже, казалось бы, очень трудных ситуаций. Перед Киргизией Путин побывал в Казахстане и в Таджикистане. Сегодня утром в Душанбе после рабочего завтрака президенты России и Таджикистана вместе позвонили главе Туркменистана. В ходе вот этой поездки в силу различных причин чисто технического характера не удастся к вам заехать, но мы обязательно повидаемся на вашей земле, гостеприимной. В Бишкеке Путин подвел итоги своей большой поездки и ответил еще и на вопрос о сирийском урегулировании. Особенно подчеркнул успех переговоров в Астане и ответил на устремление Запада ввести новые санкции против Сирии через Совбез ООН. Сейчас это совершенно неуместно в отношении сирийского руководства, потому что это не помогло бы переговорному процессу, а только мешало бы или подрывало бы доверие в ходе этого переговорного процесса. Россия никаких новых санкций в отношении Сирии поддерживать не будет. Переговоры президентов завершены, а уже через несколько дней сюда развивать экономическое сотрудничество прилетит и российский премьер-министр. Павел Зарубин, Андрей Мельников, Инесса и Виктор Ткаченко, Владимир Озеров, Роберт Францев, Арман Байдулетов и Юрий Лебедев. Вести, Киргизия.